Смотрите в программе. Лесные пожары привели к введению режима ЧС в Амгинском районе Якутии. Открытие культурного объекта Могол-Урага прошло в Татинском районе. Специалисты старше 50 лет в Нерюнгри соревновались в умениях на 3-м национальном чемпионате «Навыки мудрых». Продолжаем эфир новостями к этому часу. Режим ЧС межмуниципального характера ввели в Амгинском районе из-за лесных пожаров. Они действуют в зоне контроля за рекой Амгой в Самарсунском наслеге. Из-за усилившихся ветров огонь дошел до земель сельхозугодий в селах Сергебес, Самарсун и Мяндиге. Там работают бригады и техника. Также лесной пожар действует в Иминском наслеге в местности Олох-Кёль. Глава сообщил, что по итогам заседания КЧС было принято решение отправить самолет для установления границ пожара. Для определения угрозы населенному пункту выехала спецбригада. По оперативным данным авиалесоохраны на территории Якутии всего действует 15 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, 556 гектаров, при этом площадь активного горения 1 гектар. За сутки новых пожаров не возникло и было ликвидировано 5. На тушение привлекалось 187 человек и 66 единиц техники. Существует вероятность задымления в 41 населенном пункте на территориях Усть-Майского, Амгинского, Чурапчинского, Татинского, Тампонского, Усть-Алданского, Намского, Горного, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов, Алекминского, Верхневилюйского и Кобяйского районов. Лесной пожар возле села Харбала, 2 в Чурапчинском районе, локализован. Площадь составила 22 гектара. Он находился в 11 километрах от села. В ликвидации участвуют 62 человека лесоохраны и местного населения. Между тем, в Усть-Алданском районе рассказали, что за весь пожароопасный период было 49 пожаров. Практически все локализованы силами сельчан. Основная причина возгорания – сухие грозы. В 11 случаях виноваты люди. Установлено 3 виновника, составлены протоколы. Вчера было локализовано также 2 пожара в районе села Курбусах. На тушении огня работали 24 человека и местности Элесин – 13. Как сообщали ранее, пожары стали причиной задымленности и в столице региона. Каждое утро дым плотно окутывает город. К середине дня смог рассеивается, но остается сильный запах гари. На связи со студией мой коллега Петр Васильев. Петр, как обстоят дела на улицах столицы сейчас? Есть ли улучшения? Вася, я тебя приветствую. Действительно, в течение 6 дней в городе наблюдался смог из-за лесных пожаров, действующих в близлежащих районах нашей республики. Однако сейчас с переменой ветра ситуация немного стабилизировалась, но в воздухе все еще стоит достаточно ощутимый запах гари. Отмечу, что в пригородах Якутска и на территории самого города лесных пожаров не зафиксировано. Все они действуют, как я уже сказал, в близлежащих районах. Как известно, большую опасность несет и сам смог. Все эти 6 дней лаборатории Роспотребнадзора фиксировали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, а жители города жаловались на слабость, на головную боль, тошноту и, собственно, кашель. Отмечу, напомню, точнее, что со вчерашнего дня в республике заработала горячая линия для больных астмой. Ее ввели в работу, собственно, именно для того, чтобы все больные с хроническими заболеваниями органов верхних дыхательных путей могли своевременно получить необходимую помощь, позвонив по номерам 701-203 и 8-914-270-12-03. Синоптики завтра прогнозируют на территории Якутска осадки и юго-восточный ветер. Будем надеяться, что изменения в погоде внесут изменения и в задымленность в нашем городе. Вася, у меня на этом все. О задымленности в Якутске нам поведал Петр Васильев. Петр, спасибо. Практически на всей территории России установилась температура около или выше нормы. На севере аномалия доходит аж до 10 градусов, в европейской части страны в среднем до 5. Об этом сообщили в гидрометцентре. Такая погода продлится еще около 5 дней. Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла эти регионы выделяются больше всего, заключил эксперт. Сегодня в Татинском районе состоялось открытие нового культурного объекта. В торжественной церемонии участие принял глава Якутии Айсан Николаев. Объектом стал Могол-Урага. Это переводится как «большая ураса». Она была построена в рамках 75-летия со дня рождения народного мастера и академика Якутии Бориса Неустроева. Появилась
наконец-то вот аутентичная, настоящая Могол-Ураса, построенная по старинным технологиям, покрытая берестой. В ее строительстве принимали участие представители 20 улусов нашей республики. Это поистине народная стройка. Она велась под руководством и нашего одного из таких духовных лидеров народа Саха, нашего выдающегося деятеля культуры Бориса Федоровича Неустроева, Мандарус. Искусственный интеллект, беспилотные автомобили, технологии будущего и язык программирования. На эти и другие вопросы сегодня отвечали учащиеся одной из городских школ. Урок цифры был проведен для учеников 5 класса школы номер 21. Дети ознакомились с презентациями, а после участвовали в обсуждениях о необходимости цифровых технологий. По итогу открытого урока дети сами пришли к выводу, какие учебные дисциплины требуют наибольшего внимания для изучения тем, кто все же планирует связать свою дальнейшую профессию в области IT-технологий. Напомним, президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года на пленарном заседании заявил, что Россия должна стать глобальным игроком на мировой арене в сфере искусственного интеллекта. Проект «Урок цифры» будет также проведен и в других учебных заведениях республики для учащихся с 5 по 11 классы. Я читал лекцию для 5 класса, и мне было приятно удивлен, что дети в 5 классе довольно неплохо разбирается вообще вот в этом понимании. Для меня это было удивительно, потому что иногда даже среди взрослого населения люди иногда не разбираются еще в таких сложных науках, как искусственный интеллект, data science, machine learning, но вот дети, как оказалось, что они, благодаря тому, что они уже в цифре, они постоянно в Ютубе, в соцсетях, они все читают, смотрят, и они довольно подкованные, да, то есть знают, как управляется беспилотник, какие роботы есть, и даже разбирается, что существует различия между обычным компьютером и квантовым компьютером. Для меня это было очень приятно, удивлен. Задача проявить интерес у детей. Да, что вот у вас в кармане есть смартфон, есть программы, которые созданы на искусственном интеллекте. Что вы можете, какие предметы надо в школе изучать, чтобы стать, допустим, дата-сайентистом. Вот дети сказали, что да, это математика, это английский язык, это геометрия, это русский язык. Вот. И они поняли, что вот кто-то из детей, может быть, замотивируется и будет больше уделять этим предметам внимания. В столице Южной Якутии на базе Нерюнгринского медицинского колледжа прошли соревнования 3-го национального чемпионата «Навыки мудрых». Это новое направление по стандартам WorldSkills для профессионалов в возрасте старше 50 лет. Обо всем и по порядку. Тамара Игнатьева. Нерюнгринский медицинский колледж участвует в финале национального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции «Медицинский и социальный уход» первый раз. Цель данных соревнований – определение профессиональных компетенций и конкурентоспособности среднего медицинского персонала возрастной категории 50+, с посредством оценки выполнения практической работы. Конкурсное задание состояло из одного модуля. Заданий было у участника довольно-таки много, потому что ограниченное время у нас идет 40 минут на выполнение модуля. Нужно было оценить функциональное состояние, выполнить инъекцию гепарина. Сейчас более современный препарат у нас был Клексан, препарат, который находится сразу в шприце. Потом нужно было одеть и обучить пациента одеванию компрессионного белья, рассказать, как это белье подбирать, обучить, как пациент будет правильно передвигаться с роллатором. Также необходимо было обучить ведению дневника самоконтроля. Пациент у нас с гипертонической болезнью после операции. Сборную республики по компетенции социальный и медицинский уход представила медицинская сестра Нерюнгринской центральной районной больницы Татьяна Пак, а подготовку конкурсанта осуществлял Нерюнгринский медицинский колледж. Она продемонстрировала свои мастерство и умения, ведь профессии Татьяна Николаевна уже более 35 лет. Опытный медик считает, что возраст не может стать препятствием для новых знаний и навыков. Все, что мы знали, это уже устаревает. Все равно нужно приобретать какой-то новый опыт, надо постоянно учиться, это естественно. Поэтому да, это очень дает. Конкурс – это к развитию шаг, да. Освоение новых компетенций, пример молодым, что нужно всегда двигаться вперед, не засиживаться, приобретать новые знания.
Нерюнгринский медицинский колледж за последние годы становился участником разных грантов, на средства которых было закуплено современное оборудование, согласно инфраструктурных листов компетенций по разным категориям. Укрепление материально-технической базы колледжа не только шаг к развитию, это и право становиться полноценными участниками таких престижных национальных чемпионатов. Напомним, в этом году конкурсанты, представляющие медколледж категории юниоры и молодые профессионалы, принесли в зачет республики медальоны за профессионализм. Коллектив колледжа с волнением ждет результатов чемпионата по последней категории. Имена победителей назовут 27 сентября. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. В последнее воскресенье сентября профессиональный праздник отмечают педагоги дошкольного образования. Учительница поселка Ленинский Алданского района Галина Сизова отдала детям без малого уже 40 лет. Сначала работала в школе и в последние 12 лет учит дошколят. В гостях у нее побывала Татьяна Вахнина. Галина Евгеньевна, дорогая моя, уважаемая учительница, помню, люблю, голос ваш до сих пор помню, вашу мимику лица. А прошло уже 43 года с начальной школы, а вы все такая же. Так держать. Это поздравительное письмо Галина Сизова получила от своей воспитанницы. Для педагога теплые слова благодарности от уже взрослых учеников становятся лучшим подарком, а бывших учеников не бывает. Ребятишки хорошие, умненькие, с заданиями все справляются. В последнее воскресенье первого месяца осени профессиональный праздник отмечают педагоги дошкольного образования, а неделю спустя почет и уважение воздаются учителям. Галина Евгеньевна обе даты считает личными праздниками. Детям она отдала более 40 лет. В последние годы учительница работает только с подготовишками. Детей научить самое главное, что дети начинают уметь читать, решать примеры. И очень активно участвуют во всех мероприятиях школы и класса, и даже района. Школа номер 5 поселка Ленинский – одна из двух в районе, где действуют подготовительные классы. Учебный день длится с 8 утра до 5 вечера. Самые настоящие уроки – арифметика, чтение, окружающий мир и информатика – чередуются с активными играми и отдыхом. Для них есть интеллектуально-игровая деятельность, если про здоровье, то час здоровья, ритмика и многие другие кружки у них также проходят. Ну и, конечно, как и в садике, да, то есть они и отдыхают, у них есть спальня, у них есть игровая комната. Сейчас у ребят по расписанию развитие речи, а до ухода на занятия они возвели огромный замок. В практике Галина Евгеньевна сочетает инновации с традициями. Часть предметов подготовишкам преподают школьные учителя. Наши педагоги, да, учителя начальных классов, они в один голос говорят, что действительно дети приходят более подготовленные. И психологически они подготовлены, вот, и в плане знаний они подготовлены. Сегодня у Галины Евгеньевны всего 8 дошколят. Это не только маленькие ленинцы, но также жители Алдана. Будущих школьников педагог учит учиться. Татьяна Вахнина, поселок Ленинский, Алданский район. Пока это вся информация к данному часу. До встречи в следующем.